На неделе министр экономики Мухамбетов встретился в Бишкеке с членом коллегии Евразийской экономической комиссии Варданяном и поднял вопрос контрольно-досмотровых мероприятий, проводящихся Казахстаном на границе с Кыргызстаном уже третий месяц, что не соответствует нормам договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В начале февраля представители Министерства экономики приняли участие в Женеве в заседании Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации и пожаловались на действия Казахстана, заявив, что это наносит вред торговым отношениям Кыргызстана и с третьими странами тоже. Казахстан называет претензии Кыргызстана безосновательными, а перевозки – лжетранзитом. Известный экономист Куат Умурзаков, возглавлявший Институт Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в Урумчи, считает, что это времена меняются. Любой экономический союз, там есть политические факторы. Это не только чисто экономическая работа. Видимо, в Казахстане есть какие-то достаточно могущественные группы влияния, которые пытаются заработать свои дивиденды, пытаются взять под свой контроль вот эти вот торговые потоки. Мы создали хорошую систему, но ситуация изменилась. А мы, тем не менее, пытаемся продолжать эти торговые потоки, которые казахи хотели бы сами перехватить. Профессор же Славянского университета Мурат Сюинбаев более резок. По его словам, дезинтеграционные процессы характерны сейчас уже для многих стран, в том числе и для Евросоюза. Но для Кыргызстана и Казахстана, которые всегда и везде хвастают своим дружелюбием, это непростительно. Две страны, которые находятся в СНГ, ЕС, ОДКБ и куча других региональных организаций, считаются братскими народами из одной языковой подгруппы. Когда-то президенты породнились, да? То есть формально ЕАЭС есть, по факту его нет.